Крупнейший налет беспилотников на Россию и падение дрона в нескольких километрах от Кремля. Париж и Лондон обратились к Путину, а Россия провела масштабную аферу, украв у Казахстана стратегические бомбардировщики. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Удар по ядерным объектам, газовым узлам и бункер для королевской семьи. Лондон начинает подготовку на случай большой войны. Путина надо подчинить. Польский президент обратился к Трампу и просит усадить Кремль за стол переговоров. Германия без главы правительства. Берлин гудит из-за провального голосования в Бундестаге. Илон Маск заговорил об уничтожении Земли и колонизации Марса, а Лукашенко отправил подчиненных в Северную Корею. Зачем? Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия устроила одну из самых длительных атак Украины. В течение практически 20 часов армия Путина направляла на украинские города десятки ударных БПЛА. Первой мишенью РФ стали объекты в Одесской области. Уже на рассвете Москва нанесла массированный удар по Харькову. Город закидали ударными геранями. Пострадали как минимум 11 человек. Враг атаковал 20 БПЛА типа «Герань-2», 4 района города Шевченковский, Киевский, Индустриальный и Холодногорский по 8 локациям. На крупнейшем рынке города Барабашово вспыхнул пожар. Полностью уничтожено около 20 торговых павильонов, еще почти 80 повреждены. Также под обстрел попали жилые дома и припаркованные автомобили. Взрывная атмосфера в российской столице. Украина зеркально отвечает России. Массовые пуски дронов направлены на Москву. Вторую ночь подряд. Город, в котором готовятся к параду, главная цель. Шпарят. Эх. Вот проехал. Да. В Москве традиционно говорят, цели не достигнуты, все сбито и перехвачено. Всего за ночь было 4 налета на российскую столицу. Самый последний, уверяют, большой – 10 беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожено еще 10 беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Собянин не уточняет, что обломки беспилотника упали в районе 26-го дома на Каширском шоссе. До Кремля и Красной площади по прямой чуть более 10 километров. Но гремело не только в Москве. Дроны, как уверяют в российском Минобороны, сбивали на пути к ней. В Брянской, Воронежской, Пензенской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Самарской, Владимирской, Курской и Ростовской областях. Всего 105 единиц. Сколько сбить не удалось, в РФ не говорят. 13 аэропортов России из-за зеркального украинского ответа были парализованы. Было принято решение о немедленной посадке авиалайнеров и закрытии неба. Всего 37 самолетов не смогли приземлиться в точках назначения и были перенаправлены на другие аэродромы. Напомню, Зеленский неоднократно предлагал Путину полное прекращение огня в небе, на море и на суше и заявлял, что Украина будет действовать точно так же, как и Россия. Лондон и Париж отправляют послание Путину. Премьер Великобритании Стармер и президент Франции Макрон провели телефонные переговоры, после чего на сайте британского правительства появилось сообщение: Москве пора согласиться на прекращение огня и не на 72 часа. Лидеры обсудили необходимость для России согласиться на 30-дневное прекращение огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Премьер-министр добавил, что Украина доказала свою готовность и желание сесть за стол переговоров, являясь стороной, выступающей за мир. Варшава тем временем призвала Трампа подчинить Путина, ведь у Вашингтона есть для этого уйма методов и рычагов. Так считает президент Польши Дуда. Но захочет ли так действовать американский президент, как считаете? Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию уважать определенные действия. Так что если кто и может заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов. Британия тайно начала обновлять план реагирования на случай войны, который поможет привести силы Лондона в боевую готовность. Об этом пишет The Telegraph. Издание уточняет, Лондон позаботится в том числе о том, как защитить членов правительства и королевской семьи. Речь об их размещении в специальных бункерах. Разработает сценарии экстренных трансляций с помощью государственных каналов и связи, а также позаботится о создании стратегических запасов. Целями, которые может атаковать Россия, названы активные ядерные реакторы, газовые узлы, военные базы, а также объекты в 16 городах.
Кабинет министров уже смоделировал сценарий, при котором враждебное государство одновременно запускает ракеты и проводит кибератаки на национальную инфраструктуру. Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака, вероятно, приведет к гибели гражданских лиц, а также сотрудников экстренных служб, вызовет серьезный экономический ущерб и нарушит предоставление основных услуг. В Лондоне также говорят о разработке своего так называемого «железного купола», который бы прикрыл города королевства. Кроме того, Великобритания уже смоделировала вероятность и последствия ядерной ракетной атаки на страну. Но, как уточняет The Telegraph, официальные выводы таких прогнозов остаются секретными. Политическое землетрясение. Германия без канцлера. Фридрих Мерц, сторонник Украины, человек, который готов был поставить ультиматум Путину и говорил о важности поставок Киеву ракет «Таурус», не стал новым федеральным канцлером. Немецкие СМИ пишут о провале. Сессия Бундестага была прервана. Мерц не смог занять пост Шольца, ему не хватило всего 6 голосов. Для победы необходимо 316, Мерц набрал 310. Бундестаг вернется к избранию канцлера в течение 14 дней после голосования большинством голосов своих участников. Да и сам Мерц, если поймет, что во втором туре он может быть более успешным, чем в первом, может баллотироваться снова в любое время, уточняют в Берлине. А вот так накануне под звуки оркестра в Германии провожали Шольца. На прощальной церемонии «Большой отбой» он призвал немцев доверять демократии. Только если вы будете доверять демократии и ее представителям, эта демократия сможет преуспеть. Заслужить это доверие всегда было движущей силой моего политического стремления. Нашу планету уничтожит Солнце, а поэтому человечеству необходимо создать мультипланетную жизнь и заселить Марс. Илон Маск вновь заговорил о его колонизации. Он считает, что именно на Красной планете можно будет обеспечить долгосрочное выживание цивилизации. У ученых еще есть миллионы лет для создания жизни на Марсе, прежде чем Земля будет уничтожена. Маск говорит о необходимости создания как минимум города на другой планете, который бы смог автономно функционировать. Ты будешь тем, кто приблизит нас к тому, чтобы попасть на Марс. Мы движемся в этом направлении. Нам предстоит долгий путь. Это не просто посадка на Марс и модное оборудование. Это создание самодостаточного города на Марсе. Ключевой момент судьбы в том, чтобы этот город мог выжить сам по себе и функционировать самостоятельно. Если по какой-либо причине поставки с Земли прекратятся, будь то из-за гибели цивилизации или по какой-то другой причине, это означает, что мы не создали страховку для человечества, коллективную страховку. Именно это и есть та точка в будущем, где решится судьба человечества. Россия украла у Казахстана ядро стратегической авиации, до 40 бомбардировщиков Ту-95МС. Это произошло в 1992 году. Об афере десятилетия пишет издание Defense Express. Авторы материала уточняют, что после распада СССР Казахстан имел крупнейший флот новейших стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – 40 единиц. Для сравнения, у России на тот момент было всего от 22 до 27 таких машин. В условиях хаоса и отсутствия контроля со стороны молодого казахстанского государства Россия провела скрытую операцию по подмене. Часть новых Ту-95МС Астаны была заменена на старые Ту-95К, которые принадлежали Москве. Часть самолетов просто не возвращали после учебных перелетов на российские базы. Defense Express пишет, что когда в Казахстане поняли, что произошло, то ничего особо и не предприняли. Кроме того, авторы уточняют, что в этой истории есть много и туманных моментов. Согласно российским же данным, в течение февраля-марта 1992 года Россия смогла украсть у Казахстана лишь 16-18 Ту-95МС, а вот когда Москве удалось перегнать остальные самолеты, неясно. Кроме того, непонятно, сколько самолетов Ту-95К перекочевало в Казахстан путем подмены и какой была их дальнейшая судьба. Их пустили на металл или же использовали. В целом же вся история буквально растворилась на фоне более поздней и громкой сделки с Украиной, когда Россия официально выменяла бомбардировщики за газовые долги.
Лукашенко отправил своих подчиненных к Ким Чен Ыну и молчит. В Пхеньян направляется целая делегация, отвечает за всех Юрий Шулейко, зампремьера. О том, что Минск направляет своих людей в КНДР, первым сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Это Госинформагентство Ким Чен Ына. Там уточняют, что переговоры будут длиться с 6 по 9 мая, а главная тема – это якобы торгово-экономическое сотрудничество между КНДР и Беларусью. При этом в Минске о визите ни слова. Напомню, Лукашенко активно поддерживает связи с Ким Чен Ыном, который в свою очередь отправил своих солдат воевать против Украины. В то же время белорусам Северная Корея предлагает хорошенько отдохнуть на курортах изоляционной республики. Отдых в КНДР под названием «Жемчужное ожерелье» не из дешевых. На человека в двухместном номере придется потратить как минимум $1600. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.